Пост держится ради довольства Всевышнего Аллаха. И пророк Мухаммад, мир ему благословение, говорит, в кудси хадисе приходится нам эти слова. Всевышний Аллах говорит ангелам: мои рабы ради меня отказались от еды и питья, я сам воздам им в судный день. Кыямат көнендә Аллаһ Тәгалә үзе әҗр савабын бирә икән. Һәм бу әҗр савабны күпме һәм нәрсә әзерләнгәнен Аллаһ Тәгаләдән башка беркем белми. Чөнки ураза шундый гамәл, бу гамәлдә бер ничек тә рияны кертеп булмый, мактанып булмый. Була ничек син мактанасың? Уразаны мин ничек тоттым дип мактана аласың? Уразаның мактануы юк. Әйтә аласың, мин тоттым яки тотмадым дип. Ләкин намазны матур итеп укып була. Закатыңны чыгарган вакытта күрсәтеп биреп була. Хаҗны да кылган вакытта шушылай теге күрсәтеп хаҗны кылып була. Ләкин уразаны бер ничек тә син чыгарып күрсәтә алмыйсың. Ул синең Аллаһ белән, Раббың белән бер әнгәмә. Это связь со Всевышним Аллах, с Творцом. Так как человек отказывается не только от харама, от запретного, от халяль еды, от халяль питья. Рөхсәт булган, халяль булган эчемлектән үз-үзеннән тыйып тора. Менә шуңа күрә Рамазан шәриф айының галимнәр әйтәләр, бер уразасын, Рамазан шәриф айының бер уразасын син яңгылыш тотмыйча калдырсаң, һәм калган ел дәвамында син шушы уразаңны каза кылам, шушы Рамазанның әҗр савабын алам дип өметләнсәң, калган 11 айны тотсаң да Рамазан айындагы бер көн хәтлек әҗр савабын ала алмассың диyor. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә ди? Если бы, говорит, моя умма знала, какое вознаграждение и воздаяние ждет мою умму за пост в месяц Рамадан и вообще за целый месяц Рамадан, они бы хотели, чтобы этот месяц никогда не заканчивался на протяжении всей жизни. Ел давамында, на протяжении всего года, чтобы из года в год был месяц Рамадан. Однажды пророк Мухаммад, мир ему и благословение, в двух вариациях идет это изречение. Говорится то, что он сидел на минбаре. Минбар ул урын, кайда теге имам, хатиб, җомга көнне менеп утыра, бөтен халык үзен күрсен ичсен. Һәм шушы минбар урыныннан вагаз сөйли. Это место, некоторая возвышенность, откуда джамаат видит имама в день джумаа, в пятничный день, чтобы все его видели, и говорят то, что он спустился с минбара, сел, поднял руки и сказал «Амин» 3 раза. Эш мәртәбә «Амин» дип әйтте. Һәм сахабалар сорадылар: «Я Расулуллах, сез нәрсәгә «Амин» дидегез? Сез нәрсә кылдыгыз? Нәрсә булды?» И они поинтересовались: «О посланник Божий, для чего вы сказали «Амин»? Что это сейчас было?» Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: «Әле миңа Җабраил алейхиссалам килеп дуа кылды» ди. Кемдә кем анда 3 төрле дуа, һәм арасында берсе, кемдә кем Рамазан аена керә, Рамазан аен үткәрә, Рамазан аен затып куя, һәм аның гынахлары гафу ителми, бу кешегә үкенечләр булсын. И пророк, мир ему благословение, сказал: «Сейчас, говорит, меня посетил ангел Джабраиль и сделал дуа, сделал молитву, помолился. Для тех, кто встретил Рамадан, прожил месяц Рамадан, проводил месяц Рамадан, то есть зашел в него и вышел в него, и у него не простились грехи посредством этого благословенного месяца, пусть для этого человека будет унижение, сожаление». И я, говорит, сказал «Амин». «Амин» дидем ди. Потому что Джабраиль алейхиссалям кылган дуасына «Амин» дидем ди. Что мы из этого понимаем? Что месяц Рамадан — это тот месяц, когда прощаются грехи. Ведь этот месяц, если дословно перевести, переводится как «сжигающий». Рамадан, знойный, сжигающий. Как тяжело в знойный солнечный день держать пост. Но дает усладу, наслаждение, когда человек читает эти изречения пророка, мир ему, благословения,
насколько Всевышний Аллах готов прощать наши грехи. Чөнки безнең гөнаһларыбыз ул әлбәттә көн сайын илеп кенә торалар. Без бит гөнаһларны теге бәләкәй итеп күрәбез. Мы же не следим за своими грехами. Для нас они кажутся малыми, они кажутся маленькими. И наше эго, наш нафс все время нам подсказывает то, что Всевышний прощает. Всевышний простит и твои грехи. Аллах Тәала гөнаһларыңны гафу итә дип һәр вакыт шайтан һәм нәфесебез вәсвәсә кыла. Ләкин без каян беләбез? Безнең каян бар шушы 100%лык үзебезнең ниндидер бер теге справка кебек әйбер, Аллаһ Тәала безне гафу итте, гөнаһларыбыз гафу ителде. Менә Рамазан аенда икән Аллаһ Тәала көтеп тора үзенең кылларын гафу итәргә. Чөнки алар Аллаһ ризалыгы өчен Аллаһның кыллары Аллаһның кушканын үтиләр. Аның тыйганыннан тыйлалар. Һәм инде менә шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазан аена кергәчтен Рамазан аенда үзгәрә иде диделәр. Сахабалар әйтәләр, Пәйгамбәрбез үзгәрә иде. Тагын да юмартлырак була иде. Тагын да игътибарлырак була иде. Чөнки бу айда Кур'ан-ы Кәрим инде ди Аллаһ Тәала әйтә. Бу айда Ләйләтул Кадр яшерелгән. Бу айда Аллаһ Тәала үзенең кылларын гафу итә. Һәм бу айда җәннәтнең капкалары ачык, җәһәннәмнең капкалары ябык. Шайтаннар буау белән буауланганнар. Шушындый мубарак булган бер ай. На самом деле, нам не пересчитать все благости и не рассказать о тех наградах, которые ожидают в этот месяц. И пророк Мухаммад, мир ему благословение, как-то тоже сказал, я бы, говорит, вам рассказал, но боюсь, что вы не поверите. Боюсь, что вы не поверите, что ожидает верующих мусульман и мусульманок в этот благословенный месяц. Что приготовил Всевышний Аллах для постящихся в этот месяц. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә ди? Уразада тучының ике рәхәтлеге ди. Ике сәгадәте ди. Беренчесе ифтар кылган вакытта. Менә ифтар кылган вакытта суның тәме юк диләр, ураза тотучы шушы суның тәмен сизә. Нинди ул ләззәтле. Да, вот только постящийся может узнать, насколько вкусной оказывается и у воды есть свой вкус. Ведь в этот месяц, это месяц, когда ломается наш нафс, наше эго. И это тот месяц, когда самое то время, чтобы встать на намаз, научиться читать Коран. Ведь мы очищаемся посредством поста, саума. Не только наш организм очищается, но и наша душа, но и наше мировоззрение. Оно полностью меняется в этот мир. В это время наше мировоззрение меняется. Менә шуңа күрә дә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бик диккать белән шушы айны үткәрергә тәкъдим итә иде. Чтобы не теряли, чтобы время попусту не теряли. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе Кур'анны Җабраил алейхиссалам белән теге тәкрар кыла иде, кабатлый иде. Һәм дә инде шуңа күрә шушы Рамазан ае ул да инде Кур'ан ае. Һәм шушы айда без беләбез бар бер кичә, есть одна ночь. И Всевышний Аллах не спаслал целую суру, именуемую Кадр. И в этой суре Всевышний Аллах сам говорит: «Вама адрака ма лейлатул кадр». А откуда тебе знать, что это такое за ночь? Какая это ночь? Откуда тебе знать? Каян син беләсең бу нинди төн икәнлеген? Бу төндә Аллаһ Тәала нәрсә дигән яшерелгән 83 ел кешенең гомере. Вот представьте, 83 года спрятано в одной ночи. В последних 10 месяцах Рамадан спрятана целая жизнь человека, который приходит каждый год. И в эту ночь ангелы спускаются с небес во главе с ангелом Джабраилем и ищут людей, которые делают дуа, восхваляют Всевышнего Аллаха, молятся о прощении, просят за свои грехи у Всевышнего Творца. И, конечно же, это ночь Лейлатуль Кадр.
где Всевышний Аллах говорит, то, что «Лейлятуль Кадр хайру мин альфи шахар». Бір түн мың айға қарағанда да хайырлырек. Одна ночь, говорит Всевышний Аллах, лучше, чем 1000 месяцев. Ойлап қарағыз. Всего лишь 10 ночей. Всего лишь 10 ночей нужно прожить в бдении, не спать последние 10 ночей месяца Рамадан и просить у Всевышнего Аллаха прощения за свои грехи. Если ты поймаешь эту ночь, то 100% гарантия у тебя принимается эту дуа. Эта дуа подобно, как Всевышний дал возможность принятию молитвы дуа своим посланникам, своим пророкам. Да, и у нас тоже есть такая возможность. Это ночь Лейлятуль Кадр. Поэтому пусть Всевышний Аллах, иншаллах, примет все ифтары, которые проводят. Ведь все посты, которые держат. Ведь на самом деле, когда очищается наша душа, очищается наше сердце, мы начинаем уже мыслить совершенно с другой стороны. Человек становится настолько мягким, у него появляется слеза. Он начинает думать о вечном мире, начинает переживать за свои деяния, начинает переживать за то, как он будет отвечать за свои действия перед Создателем. Чөнки бу дөньяда яшәгән вакытта без һәр вакытта ашыгабыз, һәр вакытта без кайдадыр чабабыз. Безнең ниндидер үзебезнең, һәр беребезнең теге эшебез бәйле, гаилә, балалар, мәшәкать, гел ниндидер иратка акча табырга кирәк, хатын кызга үзенең эшләре белән укырга кирәк, теге идәге һәр вакытта ниндидер эшләре белән шөгыльләнергә кирәк. Үзеңнең гамәлләреңне тасларга вакытыбыз юк. Мы не можем найти время для того, чтобы исправить свои деяния перед Создателем. Один ученый говорит, сначала говорит, мы проводим время в играх. Яшь вакытта, бала шак булганда, гел уйнау. Гел теге без яшь шулай без яшь булабыз, шушындый без теге гел шушындый кешебез була, акылыбыз була кебек үтә. Аннарысын вакытыбыз укуда, үрәнедә үтә. А потом время у нас проходит в изучении, в обучении, потому что мы стремимся, мы хотим зарабатывать. Аннарысын безнең вакытыбыз үтә эш белән. Потом уже проходит время у нас в работе. Мы начинаем зарабатывать средства, начинаем охотиться за этим миром. Нам все время кажется, что мало, не хватает. Мы пытаемся гнаться за какой-то модой, за трендами и другими обстоятельствами, которые вынуждают, мы и сами иногда не замечаем, как мы просто погружаемся в этот мир, а потом настает время старости, и уже мы не можем в полной мере отдаваться Всевышнему Творцу. Безнең вакытыбыз да бар. Ләкин инде сәҗдәне дә кылып булмый, сүрәсе дә истә калмый. Яшь вакытыбызда гел чабып вакытны үткәрдек. Менә шушыңа күрә яшь вакытта, менә хәзерге вакытта, менә сез, без яшьләр монда утырабыз. Шушы вакытыбызны сарыфка үткәрмәскә иде. Әлбәттә, вакыт һәр вакыт җитми ул. Акчаң һәр вакыт җитми ул. Күпме эшләмәсәң дә акча җитми. Күпме вакытыңны уенга, көлкегә сарыф итмәсәң дә вакыт җитми. Вот сколько бы ты ни тратил на веселье, на разные праздничные дни, проводить это время, оно все равно не будет тебе хватать. И у иблиса, у шайтана есть такая оговорка, есть такая уловка, то, что когда научает молодых, он что говорит? Он говорит, не переживай, ты еще успеешь. Аля кайгырма ди, вакытың бар ди, үрәнәсең ди. Вот представьте, вот уже год прошел, со многими мы в прошлом году встречались здесь, в этом же месте. Бір ел үтеп китте. Мы на год не повзрослели, мы на год постарели. У нас нет уже 365 дней. Уляп қарағыз, какое богатство мы потеряли. Год пролетел. И многие, и я в том числе, кто-то, может, что-то хотел, что-то выучить, какую-то новую суру, или научиться читать намаз. Но у него была оговорка «завтра начну».
Вот чуть попозже, сейчас вот сессию сдам, сейчас вот эту работу закончу, сейчас вот буквально вот эту немного там в ипотеку залезу, это отдам, то отдам, немного долги, и смотришь, у тебя пролетел уже год. Смотришь десятилетие. Менә шушаңа күрә, шушы безнең иң кадерле әйбер ул вакыт. Самое драгоценное в этом мире. И ведь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что говорит? Две, говорит, вещи, пока человек не потеряет, он не осознает ценность. Это время и здоровье. Вакыт һәм исәнлек. Син ширләп яткан вакытта гына Аллаһны искә төшерергә тотынасың. Экзамен тотынган вакытта, дуаларын кылырга тотынасың. Аллаһ Тәгалә исеңә төшә. Барып бер мулланы табасың, хәзрәт дуа кылыйны диясең. Ниндидер проблемаларын килеп чыккач, шунда Аллаһ Тәгалә искә төшә. Дуа кылырга тотынасың, кулларың дерелдәргә тотына. Тавышың дерелдәргә тотына. Менә шушыңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә үзен исенә төшерә. Ләкин Аллаһ Тәгаләне бит проблема булган вакытта гына түгел, менә шушындый хәзерге безнең рәхәтлек, яшьлек вакытта искә тотсак, һәр вакыт Аллаһ Тәгаләгә шөкранә кылсак, безнең авыр заман килсә, авыр көнебез килсә дә бит Аллаһ Тәгаләгә без инде теге оялмыйча кулларыбызны күтәреп дуа кыла алабыз. Менә шушыңа күрә инде шушы Рамазан шәриф айыбыз безнең юкка үтмәсә иде. Хәзер без Рамазанның уртасына менеп тишеп киттек. Карагыз, Рамазанның уртасы үтте, 2 атна үтте. Сиздегезме? Берәрегез сиздеме Рамазанның 2 атна үткәнен? Кто-нибудь вот заметил? Практически 2 недели прошли. Уже больше 16 дней. 16 день уже. Но очень быстро. Все мы думаем, вот мы сейчас, вот сейчас, вот сейчас. И то же самое, да, когда у человека появляется намерение провести ифтар, в этот момент подключается нафс и говорит: да ты успеешь еще, сколько дней, у тебя вот нужно средства туда, нужно потратиться сюда. И вроде бы как бы ты и хочешь, но потом у тебя желание, оно потихоньку начинает уходить. Поэтому пришло желание, провел ифтар. Альхамдулилля. Ведь это делается ради Всевышнего Аллаха, ради довольства Всевышнего Творца. Менә Аллаһ Тәгалә бүген ифтар мәҗлесләрен үткәргән егетләр берничә кеше җыелып үткәрә диделәр. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә ифтарларыгызны кабул итсен. Менә шушында күпме кеше җыелды, күпме кеше бүген ураза тотып. Кем белә, может, бәлки арада беренче мәртәбә ураза тотучы да бардыр. Менә күпме әҗр савап ала бүгенге ифтар мәҗлесе үткәргән кешеләр. Кем белә, шушында арада менә бүген ифтардан чыгып китеп, аның күңеле борылып, мин иншалла намазга басам дигән сәбәпче кеше булганга, кыямәт көнендә карагыз, мизанның уң ягыннан инде авыр әҗр саваплы гамәл. Шуңа күрә дә инде шушылай бер-берегезне уйлыйсыз, бер-берегезне кайгыртасыз, шушылай бер-берегез турында уйлап, кыямәттә дә иншалла бердәм булырга Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен иншалла. Аллаһу акбар, Аллаһ. رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الله يا الله الله يا الله. Друзья, еще раз, да, представьте, Дамир меня зовут, ведущий мероприятия Никяхов, в общем, веду мероприятия. И сегодня, не исключение, день не исключение, я сегодня проведу для вас викторину. Иншаллах, вместе с вами не только покушаем такую пищу, да, которую мы все любим, но еще и духовную пищу, и какую-то пользу с этого вечера тоже унесем
не просто общение, не просто ифтар. Вопросы будут на религиозную тематику, по уровню сложности средние, есть и суперсложные, есть и легкие, но цель тут не то, чтобы отвечать на вопросы и сложные они или несложные, это не важно. Главное, что кто-то что-то узнает, если вдруг не знает, а если знает, то продемонстрирует свои знания другим людям. За большее количество ответов, иншаллах, мы сегодня дарим классный, крутой подарок. Это Лада Гранта, совершенно верно. Первый вопрос, внимание! Как зовут ангела, который находится на левом плече человека, записывая плохие наши деяния? Плохие деяния. Окей, Google. Есть точка зрения, что это Азраил. Азраил, и это неправильно. Быстрее гуглите, быстрее. Атид, и это правильный ответ. Итак, поехали. Как зовут ангела? Второй вопрос, который находится на правом плече человека, записывая хорошие деяния, иншаллах. Это вот ангел, у которого больше всего работает для нас, иншаллах. Ракиб. Зовут Ракиб. Знал? Да. Знал кто-нибудь? Может, знал? Нет. А это уже спрашивают? Так, ну что, этот у нас вопрос остается без ответа зрителей. Продолжаем дальше. У нас сегодня вопросы, большинство первая часть про ангелов, поэтому настраиваемся. Как зовут ангелов, которые ведут допрос в могиле, то есть ведут спрос в могиле? Мункар и Накир. Как зовут шайтана, который вводит человека в сомнение при совершении омовения? Давайте, я надеюсь, что есть люди, которые знают. Вот давайте, блесните, красавчик. Кто будет красавчик? Ой. Валхан. 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 Запоминаем. Легкий. Пошли прям лес рук. Должно быть, как учительница моя говорила, лес рук. Давайте самый первый. Сколько столпов в исламе? Ответы я не могу принять. Какой грех самый страшный? Ширк. Многобожие. Совершенно верно. Успеваешь, блин, просто. Давайте вот такой вопрос интересный. Где похоронили пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? Место имеется в виду, прям конкретное место. Ой, совершенно верно, да. Следующий вопрос, друзья, внимание. Сколько лет было пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, когда он покинул этот мир? 63. Еще какие варианты? 63 же. 63 года, да, совершенно верно. Ренат, да. Кто был первым халифом после смерти пророка Мухаммада? Ну, совершенно верно. Четко, уже 3, понимаешь? 2. В течение скольких лет не спосылался священный Коран Мухаммаду, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям? В течение скольких лет? На протяжении какого? 23 года. Совершенно правильный ответ, сестре Гульнар, запоминаешь, да? Учитель. Вот, очень интересный вопрос, друзья. Где на теле пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, находилась печать пророчества? Не на, а... Между. Ну, присуждаем, да? Конечно. Да, все, отлично, хорошо, есть. Кто стал составителем первого календаря по хиджре? Очень интересный вопрос. Кто стал первым составителем календаря хиджры? Вот говорят же по хиджре. Первым составителем первого календаря по хиджре являлся Умар ибн аль-Хаттаб. Да будет доволен Аллах. Кто из пророков был поглощен китом? Кто тут был первый? Ура, ну да. Камила, давайте вам бал, да. Давайте поаплодируем. Прям быстро, четко все. Молодец, начало. Следующий вопрос. Сколько сур было ниспослано пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, в Медине? 20. Хороший ответ. Наиболее близок 28. 28, да? Я так подумал, но 29 сказал. Один будет. Кто построил мечеть Аля? Пророк Якуб. Пророк Якуб, да. Давайте это запомним. Какая мечеть является первой в исламе? Ну, это правильный ответ, да, но называется, если дословно правильно, как Маджид Уль-Каба, Куба. Нет, я считаю, что... Да. Давайте последний вопрос. Он, по-моему, тоже был в шатре. Если кто-то был в шатре, должны сразу прямо ответить. Кто был первым муэдзином? Человек, который читает азан в исламе. Как его звали? Совершенно правильный ответ – Биляль. Можно один вопрос тоже задам? Давайте, Хазрат. Когда вот
про Юнуса, алейхиссалям, вспомнил. У нас, кстати, сегодня на столе тоже это присутствует, что из еды самым первым покушал Юнус, алейхиссалям, когда его, получается, выплюнул кит. Тыква, оказывается, придает очень быстрое восстановление сил после изнеможденности. И второе, это что? Это напиток. Более напиток, это что, как думаете? Козье молоко. Ну я близок был. Козье молоко. Потому что по приказу Всевышнего на берег пришли козы, наполненные в имени молоко. То есть он подоил и выпил. Вообще из всех молочных напитков козье молоко самое... Друзья, ну что, полезная была викторина. Поаплодируйте, если да. Машаллах. Мне кажется, мы сегодня не только сытыми уйдем отсюда, но и еще и с новыми знаниями. У меня есть все по-прежнему вот этот вот замечательный аппарат для хиджамы. И он торжественно отправляется в руки человека, который изначально был заряжен и пришел сюда с волей к победе. Человек, который даже несмотря на то, что 1 балл мы дали ему бонусом, он все равно был щедр и готов раздавать был тем, кто был чуть-чуть позже него. Урал, это достается тебе. Джамаат говорит, вы говорит, сегодня знаете, про что я буду вести хутбу, про что рассказывать? И все такие, ну, каждую неделю услышат Хазрат и говорят, да, Хазрат, знаем. Ну, говорит, тогда зачем мне рассказывать, раз вы знаете, вы и так все знаете. И уходит, спускается. Следующая неделя. Снова Джума поднимается на минбар, говорит, Джамаат, знаете, говорит, насчет чего я, какой темы сегодня буду объяснять, разъяснять. И люди говорят, ну на той неделе сказали, знаем, мы хотим послушать какую-то проповедь. Не знаем, говорит Хазрат. А что, говорит, мне тогда вам рассказывать, раз вы не знаете. И уходит. Следующая Джума, следующая неделя, снова поднимается на минбар и говорит, Джамаат, говорит, знаете, о чем, говорит, я сегодня буду рассказывать. И люди уже как бы тоже мудрые стали. Половина зала говорит, знаем, говорит Хазрат, половина говорит, Хазрат, говорит, не знаем. И Хазрат говорит, ну тогда, говорит, вот пусть, говорит, знающие расскажут, говорит, не знающим. Что мне тогда, говорит, вам рассказывать? И вот поэтому, на самом деле, такая, так скажем, смешная история, но она несет в себе такой глубокий смысл в том, что вот сейчас вот такая вроде небольшая викторина прошла, но многие люди через эту викторину узнали ответы на те вопросы, которые, возможно, когда-то слышали, но многие забыли. И поэтому уделять внимание для знаний, для получения знаний, конечно же, это высшая награда, это путь самого пророка Мухаммада, мир ему благословения, ведь он непосредственно получал знания от Джабриля, алейхиссалям. От пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, получали сподвижники. От сподвижников их ученики табиины. От табиинов табиины. И так потихоньку эти знания дошли до нас. И вот поэтому мы, да, вот татары, альхамдулилля, тут много поволжских татар, которые там с Татарстана, с Оренбурга, с Башкирии и из других мест, Самары, да, с Нижнего Новгорода, да, самое главное, наверное, да, тут большинство их нижегородские, да, казанские. И вот поэтому, альхамдулилля, наши предки, они традиционно и очень глубоко старались изучать религию, свою религию ислам, и передавать будущему поколению. Поэтому, альхамдулилля, на сегодняшний день я вот с чистой душой, со всей искренностью говорю, что вот в этом месте сейчас, что мы сидим, и именно вот в этом здании проводится ифтар для молодежи. После азана, когда мы открыли пост, покушали и пошли почитали с джамаатом намаз, это неописуемо, настолько приятно, то, что здесь не мадресе, здесь не мечеть. Здесь как бы обычное здание, обычные люди. Но несмотря на это, с каждым годом чувствуется, что больше и больше проникают в наши ряды
религиозность. Мы уже становимся более стеснительными. Нам уже интереснее разговаривать на религиозные темы. И вы даже между собой, когда собираетесь, вне Рамадана, тоже разговариваете насчет религии. И вот, альхамдулилля, когда есть среди нас, среди вас, среди молодежи такие, которые побуждают, показывают этот путь на своем личном примере, которые они не в мадресе не отучились, они не имамы, они не хазраты, да, но они просто были воспитаны правильно в семье и пытаются тоже раздавать эту атмосферу, это настроение своему окружению. Поэтому, альхамдулилля, молодцы, что вы есть, молодцы, что вот так дружно вы пытаетесь с каждым годом все больше и больше призывать друг друга и распространять именно религию, становитесь религиозными. И да, иншаллах, в следующий раз, когда мы будем приходить, я как хазрат, когда меня будете приглашать, уже тоже, чтобы я мог сидеть где-нибудь в стороне, вы могли также вести, также могли читать Коран, да, и с радостью буду вставать за вами и читать намаз. Поэтому, иншаллах, есть еще куда стремиться. Очень много вижу, наблюдая, как многие из вас тоже получаете знания, ходите в различные воскресные школы, мадресе, и многие религиозные вопросы там обсуждаются. И интересно понаблюдать, интересно почитать то, что молодежь тоже интересуется, да, и у всех есть разные мнения, и по-своему пытаются доходчиво, правильно объяснить. Самое главное, вот я что хочу отметить, и очень сильно этому рад, вот хочу подметить, очень сильно этому рад, то, что вот в вашу группу и вообще в ваше окружение не зашла та опухоль, которая называется ваххабизм. Вот альхамдулилля, то, что именно есть правильно направляющие люди, которые оттекают все вот это нечистое, которое нам не нужно. Вот это вот нужно подметить. И за это поблагодарить всех, кто там присутствует и так культурно себя ведет. Поэтому давайте сейчас почитаем Коран, иншаллах, и сделаем дуа.